Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами сегодня открываем очередное заседание нашего консервативно-аналитического клуба. И у нас сейчас на улице разгар лета, начался август месяц, а значит, что скоро, через несколько дней или пару недель, либеральные источники информации начнут гудеть, начнут поливать грязью наше советское прошлое, начнут поливать грязью договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, начнут различные инсинуации по поводу того, как Советский Союз начал Вторую мировую войну. Поэтому мы считаем, что нужно эту тему обсудить, чтобы у читателей и наших зрителей не возникало больше глупых вопросов по поводу вот этой фальсификации истории. Хотелось бы начать немножко отдаленно с того, что существует целая пирамида различных фальсификаций истории. Внизу находятся фактографические фальсификации, это когда меняют какой-то факт, меняют какие-то детали или просто их придумывают. Это все легко можно опровергнуть, почитав справочную литературу или сопоставив факты с другими источниками. Далее вот эти фотографические фальсификации, из них формируется концептуальная фальсификация, когда для поддержки той или иной концепции фабрикуются схожие вот эти фотографические фальсификации, и так формируются вот концепции ложные. Но выше их находится несколько самых мощных, самых больших фальсификаций, которые называются системной фальсификацией. Системная – это подмена смысла из нашей истории, подмена сути нашей истории. И вот одна из таких системных фальсификаций, которая относится к Великой Отечественной войне, это подмена термина Великая Отечественная война на Вторую мировую. Казалось бы, в чем здесь проблема, в чем здесь суть вот этой фальсификации? Неужели пару слов может что-то менять? Оказывается, может. И вот, если, допустим, Вторая мировая война, это была традиционная война между капиталистическими странами за победу той или иной группировки. Так, допустим, для Германии, Англии, США, Японии была это обыкновенная, уже давно известная война западных буржуазных государств за прибыли и колонии. Что касается Великой Отечественной войны, то вот этой войне против Советского Союза Гитлер ставил своей задачей не просто победить Советский Союз, сделать его зависимым от Германии. Он вообще хотел уничтожить нашу государственность, нашу страну, наших людей, уничтожить нашу цивилизацию. А оставшихся живых людей он планировал превратить в рабов. Вот это такой основной принцип, чем отличается Великая Отечественная война от Второй мировой. Но для того, чтобы сформировать вот эту фальсификацию, под нее подстроены целый ряд концептуальных фальсификаций. То есть вот эта системная фальсификация, я вот, допустим, вам зачитаю те концептуальные фальсификации, которые мне удалось найти в ходе изучения документов архивных, в ходе изучения истории. Первое, которое даже не относится к Великой Отечественной войне, но очень важное, это обвинение СССР в развязывании Второй мировой войны. Трактовка договора от 23 августа 1939 года, так называемый пакт Молотова-Риббентропа. Вторая концептуальная фальсификация, которая входит в вот эту системную фальсификацию, это сокрытие преступлений геноцида советского народа. Далее можно сюда же включить следующую концептуальную фальсификацию, это сокрытие преимуществ социалистического государства перед капиталистическим. Еще одна концептуальная фальсификация – отрицание оценки коллективного подвига советского народа. Еще одна концептуальная фальсификация – это десоветизация подвига советского народа. Еще одна – обвинение СССР в равной ответственности с фашистской Германией в уничтожении евреев. Как ни странно звучит, но
Сейчас буквально в этом направлении, да. Да. И вы знаете, кстати, Паш, значит, появилось, вот я смотрю, просто какое-то неизбывное количество YouTube-каналов, которые непрерывно, значит, всякими там ерническими путями, очень примитивно, очень, значит, некомпетентно, но пляшут, как я это называю, на еврейских костях, всячески обыгрывают, значит, эти. И всегда, очевидно, просмотр на YouTube, ну, это же реклама, это же бабки, монетизация, значит, ставь слово «Холокост», и тогда, значит, будут смотреть. И вот, что скрывали, как скрывали Холокост в советском... Ну, то есть бред, на первый взгляд бред, тем более, как бы, значит, ну, для людей моего поколения, но те, кто, кому 20-30 лет, они же не знают вообще. Расскажи им, что в Советском Союзе скрывали, что у кошки 4 ноги. Они поверят. Сегодня все знают, что у кошки 4 ноги. Черт его знает, что было по этих коммуняках, понимаешь? Вот. И просто идет, но понятно, что особо это действительно оскорбительно и до глубины души возмущает, когда это пляски на еврейских костях, и причем, значит, именно те, кто спас человечество, в частности, спас иудейский народ от истребления, именно их обвиняют, значит, какой-то ответственности. Вот так. Да, очень, очень здорово вы этот списочек составили. Да, и вот, допустим, следующий пункт, следующая концептуальная фальсификация – это компрометация белорусских партизан. Далее, соответственно, если партизан компрометируют... Героизация. Да, должна быть героизация коллаборантов. Ну и последнее, вот где-то последние десятилетия стала появляться такая фальсификация, что Германию победила Соединенные Штаты Америки. А СССР в Европе оккупант. Да, СССР это просто оккупант в Европе. Александр Степанович, это вообще список потрясающий, по каждому из которых пунктов надо действительно так у меня отдельно остановиться нам будет. Но я хочу свой тезис все-таки сказать. Значит, противостоять, и, кстати, с нескольким сразу пунктам из тех, что вы зачитали, мы сможем реально, если мы сменим вообще, как сегодня модно говорить, адженду, все, что говорят о пакте, даже вот ведущие историки, как бы и Яковлев, и Спицын, все очень правильно говорят насчет пакта о ненападении, все очень верно, хорошо, что предшествовало. Мы должны четко формулировать лозунг, формулировать, так сказать, квинтэссенцию. Надо говорить о выдающейся победе советской дипломатии 23 августа 1939 года. Это должно быть основополагающим. И если нас услышат, вряд ли удостоят вниманиями. Но товарищи Марзалюк и Гигин и другие специалисты, дипломированные и остепененные, скривятся не только ввиду непонимания ни политологии, ни исторического процесса. Потому что та страна, которая является преемницей СССР, а это союзное государство наше, состоящее из двух очень разных частей, тем не менее, вместе мы преемники СССР. Если мы хотим даже не то, что гордиться прошлым, в любом прошлом можно найти что угодно, но если мы хотим понять великую победу и все ее составляющие, и величие и гениальность людей, возглавлявших Советский Союз, который сумел немецкую военную машину разметать, а была эта военная машина сильнейшая и великолепная, должны понимать, что это была величайшая победа советской дипломатии, когда коллективный Запад, натравливавший Гитлера на Советский Союз и уже потиравший ладошки, как мы сейчас это сорганизуем, разом обломались и застыли с обвиснувшей пащей своей, паскудной, ядовитой, гнусной. И это должно изучаться в учебниках истории школ союзного государства. Выдающаяся победа советской дипломатии. Естественно, с подробнейшим изучением предшествовавших переговоров, псевдопереговоров
Советский Союз, исходя из ценностной установки, был за коллективную безопасность в Европе и обуздание фашистской агрессии. Но видя, что Запад не в клише советской пропаганды, а в натуре готовит Гитлера на нападение на Советский Союз, сумели переломить это. И именно это достижение, с него надо начинать историю Великой Победы, как с великого достижения советской дипломатии. Вы согласны, Александр Степанович? Ну вот теперь давайте посмотрим, разберем более подробно вот эту фальсификацию обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны. Но если мы возьмем награды Советского Союза, допустим, орден Отечественной войны, который был утвержден 20 мая 1942 года, или, допустим, медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне, которая давалась всем участникам Отечественной войны в 1945 году, или, допустим, медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 года, то мы здесь нигде на этих медалях не увидим слово «Вторая мировая война». То есть наши предки воевали, погибали и победили в Великой Отечественной войне. Никакой другой войны для них тогда не было. Но, вот видите, это уже постепенно начинают забывать. И что мы видим на выходе сейчас в Европе? Допустим, Европарламент в своей резолюции от 19 сентября 2019 года, как он характеризовал договор о ненападении от 23 августа 1939 года. Вот я вам зачитаю дословно. Вторая мировая война, самая разрушительная в истории Европы, стала непосредственным следствием печально известного нацистско-советского договора о ненападении от 23 августа 1939 года, также известного как пакт Молотова-Риббентропа и его секретных протоколов, в соответствии с которыми два тоталитарных режима, задавшиеся целью завоевать мир, делили Европу на зоны влияния. И вот уже как следствие вот принятого вот этой резолюции, они развивают ее дальше. Дальнейшее наличие в общественных местах, в ряде государств-членов, памятников и мемориалов, в скобочках парки, площади, улицы и тому подобное, прославляющих тоталитарные режимы, создает предпосылки для искажения исторических фактов о последствиях Второй мировой войны и для пропаганды тоталитарной политической системы. То есть те снос памятников, которые у нас сейчас наблюдаются в Европе, это не частная инициатива. Да, это целенаправленный результат фальсификации. Воистину тоталитарное переписывание истории на уровне действительно нацистского рейха. Ну, то есть велено думать Европа, так, а не иначе. Ну и вот давайте как посмотрим, как поляки трактуют вот этот пакт Молотова-Риббентропа. Подписание договора между СССР и Германией от 23 августа 1939 года представляется как день начала Второй мировой войны, а 17 сентября 1939 года трактуется как вторжение СССР на территорию Польши и оценивается как день вступления СССР во Вторую мировую войну. То есть мы видим, что даже еще в 1945 году и даже в 1942 никаких даже упоминаний о Второй мировой войне не было в Советском Союзе, наград никаких не было. Это был освободительный поход, и никаких здесь участия в Второй мировой войны Советский Союз за собой не признавал и не признает. Так ведь западные державы, союзницы Польши, которая уже прекращала свое существование, разве они после 17 сентября объявили Советский Союз агрессором? Нет. И потребовали вывести войска с оккупированных территорий Польши? Ничего не было. Нет. Так вот, давайте теперь начнем более детально. Объявили войну Германии, союзники Польши объявили войну Германии, но не Советскому Союзу. Так вот, давайте посмотрим, как выглядела реальность на то время. Значит, в 1933 году Германия, Франция, Великобритания и Италия заключили пакт четырех. Заметьте, 1933 год. Далее, 6 января 1934 года подписан акт Пилсудского и Гитлера между Польшей и Германией,
сроком на 25 лет. Это аналогично тому, как было подписано Молотовым и Риббентропом, но только получается, что на 5 лет раньше. Было уже поляки подписали аналогичный договор с Германией, и почему-то поляки не считают, что этот договор как-то повлиял на Вторую мировую войну. Далее. В 1935 году заключено морское соглашение между Великобританией и Германией. В 1936 году подписан антикоминтерновский пакт между Германией и Японией. В 1938 году состоялся Мюнхенский сговор, по которому Великобритания, Франция и Италия дали свое согласие на расчленение Чехословакии между Германией, Польшей и Венгрией. 30 сентября 1938 года Чемберлен и Гитлер подписали совместную декларацию о ненападении. 6 декабря 1938 года аналогичную декларацию Германия подписала с Францией. В 1939 году был заключен ряд договоров о ненападении между Германией и странами Прибалтики, Латвия и Эстония. То есть мы видим, что Советский Союз, он фактически был последним, кто подписал в Германии подобный договор. Советский Союз осуществил то, что, говорят, смеется на тот момент, кто смеется последним. Потому что вся эта серия договоров, начиная с договора Польша-Германия, это был действительно союз двух фашистских режимов. И вот они все потиху-потиху направляли, ведь риторика Рейха была известна, Mein Kampf было написано. То, что наш Lebensraum находится на востоке, а не на западе, было известно. Агрессия военная, на рельсы которой стала вся германская экономика, она не была секретом для западных стран. То есть все они готовили Гитлера к нападению на СССР. Понимая это великолепно, советское руководство, тем не менее, руководствуясь приматом ценностной оценки фашистского режима, требовали создания коллективной безопасности в Европе. Несмотря на все это, так сказать, не ушли, не сказали, сволочи готовятся к войне, будем готовиться к войне. Но все еще пытались на общем контексте антифашистской позиции искать общее что-то со странами Антанты, чтобы создать систему коллективной безопасности. И это не было сделано, было просаботировано, а во главе саботажа шла, естественно, панская Польша, которая, с одной стороны, хотела бить большевиков, и жидобольшевиков, и русских, с другой стороны, они мечтали о захвате Берлина и держали 5 кавалерийских со здоровыми крылатыми всадниками в корпусов, и они планировали, что они будут в Берлине. То есть полное опупение, безумие шляхты польской, чем она известна в веках, фашистское руководство Польши, оно действительно способствовало нагнетанию обстановки. И если были в Антанте какие-то толковые люди, отставные военные, как вот тот вояка, которого послали без полномочий, на тупые переговоры в Кремле, когда уже Советский Союз знал заранее, что у них нет полномочий. Но он таки, он хотел написать соглашение. Поляки сказали, нет, ни под каким видом. Советскому Союзу мы не дадим места в Европе. Допустим, как подтверждение ваших слов, вот когда Германия подписала договор о дружбе и ненападении с Польшей, в январе, уже в конце января 1934 года, буквально через несколько недель, Гитлер заявил своим приближенным: все наши соглашения с Польшей имеют только кратковременное значение. То есть поляки со своей стороны, подобно гиенам, уже точили свои зубы, а Гитлер... Так вот, обвинение поляков в том, что Советский Союз начал Вторую мировую войну, можно для такого краткого опровержения или для характеристики политики Польши привести следующую цитату. Это выдержка из доклада 2-го отделения Главного штаба войска польского, которое датировало 1938 годом. Читаем дословно. Расчленение России лежит в основе польской политики на Востоке. Поэтому наша возможная позиция будет сводиться к следующей формуле. Кто будет принимать участие в разделе?
Польша не должна остаться пассивной в этот исторический момент. Главная цель – ослабление, разгром и разделение России. Короче, казалось бы, вот убедительно фраза, и читаем дальше. Значит, в марте 1939 года польское военное командование совместно с немецким подготовило план войны с СССР под кодовым названием «Восточный вопрос». План предусматривал совместные немецко-польские удары на Минск, Гомель, Житомир, Киев. Обратите внимание,